поприветствовать вас на концерте Сергея Чиркова. Наш концерт сегодняшний приурочен к знаменательной дате, а именно к юбилейной дате Сергея Трофимовича. В августе этого года ему исполнилось 55 лет. И эта дата как раз послужила поводом для того, чтобы собрать всех нас сегодня здесь, в этом зале, всех тех, кто его знает, кто его любит, кто знаком с его многогранной творческой деятельностью. А деятельность его, собственно, очень и очень обширна. Ну, во-первых, скажу, что Сергей Трофимович прежде всего музыкант. Когда-то в далеком детстве, с 13 лет, он пошел в музыкальную школу, хотел научиться играть на гитаре. Но педагог музыкальной школы его переориентировала и сказала, что лучше научиться играть на домре, на русской домре, после овладения игрой, на которой можно играть на любом инструменте. И таким образом Сергей Трофимович, Сергей тогда, начал учиться на этом инструменте. Но свои мечты не оставлял и с течением времени начал собирать подручные какие-то материалы, которые находил, которые считал пригодными для изготовления гитары, и параллельно с освоением домры еще начал мастерить гитару. Затем, после окончания музыкальной школы, он поступил в училище, в класс преподавателя Марии Сергеевны Цартаковой. И здесь студенческая жизнь его забурлила, и он участвовал также в ансамбле песни и танцы «Жарки». С этим ансамблем тогда руководителем был Спартак Таксанович Титкин, всеми, наверное, любимый Павел Михайлович. И с этим ансамблем они изъездили и Хакасию, и выезжали за пределы нашей республики. Также на Сергея Трофимовича большое влияние оказали люди, с которыми он здесь, в Абакане, познакомился, и которые вдохновили его на разнообразную творческую деятельность. Ну, то, что он музыкант-домбрист, я вам сказала. Второй человек, который направил его в нужное русло, был Алексей Ананьевич Шулбаев. Это мастер-изготовитель хакасских народных инструментов. Он работал тогда в музыкальном училище. И где-то, как Сергей Трофимович рассказывал, где-то в коридоре видит, что студент интересуется изготовлением музыкальных инструментов, и Алексей Ананьевич его приглашает в свою мастерскую. И так постепенно поручает ему разные плотницкие дела и постепенно приобщает его к изготовлению музыкальных инструментов. Кроме этого, как сам Сергей Трофимович рассказывал, сюда, в Хакасию, приезжал ансамбль «Алтай» с республики Алтай. Тогда руководителем был Владимир Егорович Кончев. И увидев концертную программу этого коллектива, увидев народные алтайские инструменты, Сергей Трофимович был очень вдохновлен и стал изготавливать хобрах, сылос, духовые инструменты. И затем постепенно перешел к хомусу, читхану, иху и так далее, ко всем остальным инструментам. И таким образом сейчас, к сегодняшнему моменту, он совмещает в себе и музыкантскую деятельность, он музыкант-исполнитель на всех хакасских инструментах, и мастер-изготовитель этих музыкальных инструментов. Его музыкальные инструменты пользуются спросом не только у нас в республике, но и за пределами. И если бы сегодня, например, мы устроили выставку его музыкальных инструментов, то, наверное, он заполнил бы ими весь этот зал.
сегодняшнего вечера показать многообразие и разнообразие музыкальных красок самого любимого нами всеми инструмента музыкального — читхана. Наряду с современными музыкантами, профессиональными музыкантами, такими как Вячеслав Кученов, Евгений Лукбашев, Александр Саможиков, Олег Чебодаев, Сергей Трофимович Чирков обладает своим уникальным индивидуальным исполнительским стилем. И сегодня мы с вами будем этому свидетелями. И еще хочу сказать об одной грани его творческой деятельности Сергея Трофимовича. Кроме музыканта, кроме изготовителя инструментов, имеющего звание Чонузы, вы все знаете, Сергей Трофимович также является преподавателем игры на читхане в Академии Читхана при Академии эстетического развития одаренных детей Музыкального колледжа Института искусств Хакасского государственного университета имени Катанова. И он же является основателем общественной организации «Клуб любителей читхана». И, собственно, сегодняшний концерт, он встраивается в череду мероприятий, организованных Сергеем Трофимовичем, которые называются «Вечера читханной музыки». Итак, сегодня наш концерт будет посвящен музыкальным традициям устного народного творчества хакасов. Мы с вами услышим и песни, и инструментальный наигрыш, и головое пение, и, собственно, комментарии к каждому музыкальному номеру самого исполнителя. И такой концерт может напомнить нам старые далекие времена, когда родственники, друзья, знакомые собирались в доме кого-либо в юрте послушать сказителя хайджи. И мы все помним имена таких знаменитых хайджи, как Семен Прокопьевич Кадышев, Федор Курбежеков, Павел Таданов, Матвей Балахчин, а также тахпахчи Евдокия Тагдымаева, читханисты Михаил Ремич Кельчичаков, Апанит Бурнаков, совершенно верно, Григорий Тпеков. И Сергей Трофимович является наследником той великой культуры устной, которая живет сейчас в творчестве современных профессиональных музыкантов. Я заканчиваю и, наверное, предоставлю слово теперь виновнику сегодняшнего торжества Сергею Трофимовичу Чиркову.